прямом эфире ТНВ новости Татарстана. В студии Алексей Калиничев. Добрый вечер. И вот о чем пойдет речь. Квест по проверке газа. Почему двери перед газовиками закрыты и как не остаться без голубого топлива, разбирался Салават Мухаммадуллян. Документ оказался на счету. Крючочек, чтобы не выплачивать деньги. Почему автостраховщикам так необходима справка о ДТП? Мнение сторон выслушала Альбина Минибаева. Доверились чиновникам. Здесь была свалка. Здесь мы за свой счет все собирали, вывозили КАМАЗами. Почему дома жителей из Залесного могут снести в любой момент, узнал Сергей Хайдаров. Завершают сезон на короткой воде. О том, как татарстанские спортсмены сражались во Дворце водных видов спорта, расскажет Алмаз Гафиятов. В лидерах Камское устье, в аутсайдерах Зеленодольск. Отношение жителей и их позицию к преобразованиям продемонстрировал референдум по самообложению. Накануне он прошел в 43 районах и более чем в 800 поселениях республики. Явка более 60%, хотя в 14 селах выборы признаны несостоявшимися. Дмитрий Аринин о том, влияет ли сумма взноса на цифры явки. 100 рублей не жалко вам? 100 рублей? Нет, даже 1000 не жалко. Так, не жалея времени и денег, голосовали в поселке Бирюли. Накануне референдума на сходе решили, что местной водонапорной башне нужно ограждение, мусорным контейнерам благоустроенные площадки, а дорогам кое-где не помешало бы щебеночное покрытие. Самообложение, оно очень большую роль играет, поддерживает. Всем местным взрослым предложили сложиться по 100 рублей. В итоге более 90% пришедших голосовать поддержали данное предложение. Считаю, что для работающего человека 100 рублей с человека совершеннолетнего сдать это не так много. Думаю, что каждый это может осилить. В поселке Чепчуги с помощью самообложения решили сгладить проблему старой детской площадки у местной школы, а еще установить на улицах светодиодное освещение. 100 рублей не жалко вам? Еще дадим, если надо, лишь бы все хорошо было. И всегда небо спокойно был, светлый был. Везде, даже в самых маленьких селах, референдум прошли по правилам с атрибутами больших выборов. Главное требование, чтобы явка составила более 50%. И за то или иное решение высказались больше половины избирателей. В избирательной комиссии была проведена плодотворная работа, то есть каждый избиратель нашего участка получил пригласительное. Всего в Татарстане референдумы организовали почти 900 поселений. За исключением 2 везде проголосовали за самообложение. На каждый собранный татарстанцами рубль республика добавит 4. Такая практика действует с 2013 года. Так за это время собрали почти 3 миллиарда рублей. Опыт Татарстана по самообложению уже признан одним из лучших в стране. Об этом говорил Владимир Путин этим летом в Кирове и предложил распространить этот опыт и в другие регионы. Дмитрий Аринин, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. Одни хотят, другие не могут. Не получается найти общий язык газовикам и потребителям. Если первые считают, что при проверках двери им не открывают, вторые жалуются, приходят тогда, когда все на работе. Итог: при плановом обходе пускает в квартиру лишь каждый 3-й казанец. Удалось ли найти точку пересечения, узнал Салават Мухаммадуллян. Настойчиво и планово стучат газовики в двери потребителей. Сим-сим, откройся, не работает. Результат: попадаем в каждую 3-ю квартиру, говорят проверяющие. Здравствуйте, Горгаз. Техническое обслуживание. Альфия Идрисова – хозяйка одной из таких. Нервничая и с опаской, она не спускает глаз с гостей с инструментами. У пенсионерки уже был горький опыт общения с псевдогазовиками. Приходил молодой человек: вот дайте я вам установлю этот, чтобы улавливать, если утечка газа, да. Ну там где-то около 10 тысяч. В первый день обхода газовиков дверь открывает лишь 30% жильцов. Во второй эта цифра доходит до 70%. При этом объявление о проверке вывешивается за 3 дня. Правда, в нем же кроется и причина закрытых замков. В 9 часов многие уже на работе. Народ работает, если только брать как-то выходные. Берешь выходные и заранее за неделю вывешиваешь объявление, чтобы народ был в курсе, уже ходил, смотрел. А не то, что за один день, там вот с 9 будьте, пожалуйста, дома. К
чему может привести утечка голубого топлива, ярко показала трагедия в Ижевске. После гибели людей с просьбой об изменении графика обхода абонентов начали обращаться и исполкомы. Вы проводите профилактические работы постоянно в рабочие дни. На подъездах пишите объявление: будьте дома, оставьте ключи у соседей. Такого уже не бывает. Это не 60-е, не 70-е годы. У газовиков свой ответ. После второго обхода они оставляют уведомление с номером телефона. По нему жители могут договориться об индивидуальной проверке. Правда, как говорят казанцы, дозвониться большая удача. В любое для их время мы можем провести еще раз техническое обслуживание, если они не попадают. Мы не попадаем туда. И график посещений газовики категорически менять не планируют. На их взгляд, он и так гибкий. Насколько? Ответ у казанцев, в комфорке которых не снимались уже больше года. Салават Махмадуллин, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. Двухмесячную девочку подкинули в бэби-бокс в Челнах. Сотрудники обнаружили завернутую в одеяло малышку, когда сработала наружная сигнализация. Рядом с ребенком лежали памперсы, бутылка со смесью и записка от мамы. Она объяснила свой поступок тем, что желает ребенку обеспеченной жизни. Сейчас девочка находится в Камском детском медицинском центре. Как нам прокомментировали в медучреждении, дальнейшие действия в отношении ребенка будут проводиться в рамках российского законодательства. Здесь дом есть, но документов на него нет. Целый год соципотечная многоэтажка на Оренбургском тракте Казани словно висит в воздухе. Жители заехали в свои квартиры еще в феврале, и до сих пор дом не принят на баланс Госжилфондом. В итоге не могут оформить жилье в собственность. Как оказались люди между молотом и наковальней, расскажет Альбина Минибаева. Даже элементарно тут в подъездах пандусов нет. Даже нормально не могли доделать. Вообще ничего не видно, на самом деле. Вот с телефоном, если подсветить, только тут такие подъемы есть очень опасные. И таких недоделок в соципотечном доме на Оренбургском тракте не один десяток. Дети за год привыкли играть в темноте. Детская площадка без освещения, а в самих квартирах проблемы с вентиляцией. Да, ощущение, что она не работает. Также, например, запах гари иногда у нас выходит. Кто-то, например, что-то там поджарил, да, и вот этот запах гари, как будто где-то вот пожар. Дом сдали в феврале 2017-го. Жильцы подписали акты, заехали. Через несколько месяцев оказалось в высотке проблем выше крыши. Вечернее время, одна проезжая часть машины. Здесь стоят в два ряда. Все это автомобили той самой многоэтажки. Другой парковочной альтернативы пока для них точно нет. Это же мы все можем провалиться. На парковке вода. Парковка в прямом смысле плывет. Вода по всей площадке. Прокуратура месяц назад проверила дом. В итоге нарушение в части пожарной безопасности. Самое главное, жители не могут даже оформить в собственность свои квартиры. Свет не подключают, потому что дом не на балансе. Но по другой информации, дом не могут взять на баланс без освещения. Получается, если в течение 5 лет город нас на баланс не возьмет, мы вообще останемся на улице. Исполком Казани в мае направил документы в кадастровую палату для постановки на учет. Однако ведомство приостановило процесс из-за технических ошибок. Так утверждает город и добавляет: ГЖФ дополнительных документов исполкому пока не предоставил. Эти уведомления своевременно направлялись застройщику. По состоянию на 15 ноября 2017 года скорректированные документы для направления в кадастровую палату от ГЖФ при президенте Республики Татарстан не поступали. Госжилфонд подтверждает, дом не на балансе. По их версии, это исполком не предоставил необходимых документов. Технический заказчик Управления капитального строительства и реконструкции исполкома города Казани не представил в фонд полную отчетную документацию. А исполком обязан отчитаться по всем деньгам. Также город неверно указал показатели жилого дома в разрешение на ввод, говорят в ГЖФ. Только после выполнения этих условий фонд его примет на баланс до 15 декабря. Но вот когда Актаж устранит все недочеты, дата открыта. Строители отказались комментировать, как допустили такие нарушения при строительстве. Альбина Минибаева, Рамзель Гарипов и Андерсен Тальцев, ТНВ, Казань. Как поверить чиновникам и оказаться у разбитого корыта? Наша следующая история о тех, кто отстаивает свой собственный дом в судах. С такой проблемой столкнулись сразу несколько семей из поселка Залесный, Казани. Еще в 2000-х администрация Кировского района обещала узаконить передачу земельных участков 16 семьям. С одним условием – устранить свалку. Почему вдруг поменялись правила игры, расскажет Сергей Хайдаров. Здесь была свалка. Здесь мы за свой счет как бы все собирали, вывозили КАМАЗами.
Так было 15 лет назад, рассказывает Наиля Гайсина. И привести это место в порядок было непросто. Администрация Кировского района обещала семье узаконить передачу земельного участка «Строй да живи». Но в 2014-м Гайсины получили уведомление от исполкома дом снести. Так как у меня есть двое несовершеннолетних детей, я не могу остаться на улице. И у моего супруга нет возможности получить ни социальную ипотеку, и ни вообще никакую. То есть мы просто-напросто будем вынуждены жить на улице. Всего с этой проблемой столкнулись жители 16 домов в этом поселке. И все они были построены абсолютно на равных условиях. Но незаконными признали почему-то только 4 из них. По решению суда эти дома могут снести абсолютно в любой момент. О том, что придется построить дом и жить на птичьих правах, они просто не подозревали. Но заметили юридические нестыковки в документах. Заместитель начальника управления градостроительства и архитектуры Логинов. Подпись есть, печать отсутствует. Наверное, уже в то время знали о каких-то нарушениях и неправильно был составлен данный проект. Во время судебного заседания я у судьи уточнила, говорю, почему одним дают положительное решение, другим нет. Но ответ на этот вопрос в суде не прозвучал. Зато сегодня нашему телеканалу ситуацию прокомментировали в мэрии Казани. Было установлено, что данные граждане путем строительства указанного дома самовольно заняли земельный участок. Исполнительным комитетом Казани решение о его предоставлении не принималось. И этот ответ не обнадежил семью Гайсиных. Они уже обратились в Генеральную прокуратуру. Но есть опасения, что пока идет разбирательство, люди останутся на улице. Как будет развиваться ситуация, расскажем в следующих выпусках. Сергей Хайдаров, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Со своей проблемой жители казанского поселка Залесный обратились в нашу редакцию. Если у вас есть что нам рассказать, звоните по телефону 570 50 17. Нет справки, нет расчетов. Российский союз автостраховщиков потребовал у ГИБДД вернуть справку о ДТП. Документ вывели из оборота 20 октября. Через месяц работа по новым условиям выяснилась, компаниям не хватает информации. Как собираются разрулить ситуацию, об этом в нашем следующем репортаже. Месяц назад для такого стандартного ДТП произошли изменения. Вроде как незначительные. Инспекторы перестали выдавать справку о ДТП. Однако страховщики сказали, для нас этот документ чуть ли не жизненно необходим. Нам 18-го выдали. Все нормально. Без проблем. А на самом деле, что не выдают. Виль Шайхутдинов успел получить необходимую справку об аварии. Его автомобиль пострадал 18 октября, за несколько дней до отмены документа. ДТП вызвали ГАИ, нам сказали, приезжайте прямо по адресу такому-то. Мы приехали, сразу без проблем нас оформили и все сделали. Справка сошла с полосы 20 октября. Сейчас инспекторы после аварии выдают только постановление. Справка, она лишь дублирует те материалы дела, которые и так составляются сотрудниками ГИБДД. Никакого дублирования, говорят страховщики. Для компании этот документ отвечал на важные, почти драматические вопросы. Кто виноват, а кто пострадал. Подробно расписаны последствия лишь тех ДТП, при которых люди получили увечья. Таких ДТП у нас в России 10% от общего количества ДТП происходящих. Поэтому мы говорим, что остальные люди, где не рисуется такая схема, оказываются без должных нормативных документов. Автоюристы же уверены, запросы страховщиков надуманы. Перестроиться на новый режим придется, как только автовладельцы начнут судиться. Не то что успокоиться, они перестроят свою работу, начнут работать, уже не требуя этих справок. Потому что всю информацию, даже если что-то не хватает, они всегда обращаются к ГИБДД. ГИБДД с авариями не нужно связываться вообще. Они у нас должны вон за дорогами смотреть, за пешеходами смотреть. На последней встрече автостраховщики и инспекторы пришли к единому мнению. Полиция пообещала давать более подробную информацию в существующих документах. Альбина Минибаева, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань. Больше продавать КАМАЗы, вертолеты, начать сотрудничество в нефтепереработке и реконструировать вьетнамские заводы. Таковы планы на развитие отношений с Вьетнамом у Татарстана. Делегация республики во главе с президентом сегодня находилась в Хошимине. Там уже прошли деловые встречи. Какие именно, расскажет Лейсан Сабирова. Военно-исторический комплекс – напоминание о борьбе Вьетнама против французских колонизаторов и американских агрессоров. Президент Татарстана и генконсул в Хошимине возлагает цветы к мемориальному комплексу, осматривают подземный тоннель, где во время военных действий были казармы и склады с боеприпасами. Да, доброе утро.
Разработки Вьетнама удивляют и сегодня. Каждая страна может быть полезна друг другу. Об этом говорят в ходе встречи с руководством торгово-промышленной палаты. Приоритеты расставляют на бизнес-форуме «Вьетнам-Татарстан». Напомним, на недавней встрече лидерами двух стран было решено к 2020 году довести объем взаимной торговли до 20 миллиардов долларов. На своем уровне Татарстан готов способствовать развитию деловых связей. Прошлый год стал прорывным. Торговый оборот вырос в 2,5 раза и превысил 60 миллионов долларов. Пока это больше экспорт из Татарстана. Во Вьетнаме практически каждый 10-й грузовик КАМАЗ. Также страна закупает военные суда, вертолеты линейки Ми, каучук, резину. Вьетнамский импорт представлен хлопком, электрическими машинами и оптическими аппаратами. Новые договоренности закрепляют соглашением о сотрудничестве между торгово-промышленными палатами. Хошимин – крупнейший экономический город Вьетнама. Здесь в приоритете IT. С руководством города говорят о высоком. Реальный уровень оценивают уже в Сайгонском парке. Здесь реализуются проекты в микроэлектронике, автоматике, нанотехнологии. Рустам Миниханов предложил разработать соглашение о сотрудничестве. Александра Сабирова, Давид Абдуллин, Александр Лобанов, ТНВ, Вьетнам. И сегодня вечером президент прибыл в Малайзию. Здесь открывается Всемирный исламский экономический форум. Рустам Миниханов выступит с докладом на пленарном заседании. Кроме того, в рабочем графике президента официальные переговоры и встреча с премьер-министром Малайзии. Сегодня в Казани вспоминали великого русского классика Льва Толстого. Цветы к памятнику, цитаты из произведений, экскурсия по музею. Следующий год в Татарстане объявлен годом Льва Толстого. Почему и в Индии его считают своим, расскажет Диляра Низамова. 2018 год в Татарстане объявлен годом Льва Толстого. Программа мероприятия еще утверждается, а сегодня, в день смерти писателя, почитатели его таланта собрались на традиционный митинг, посвященный памяти Льва Николаевича. В Турции все знают и читают Толстой. И мой самый любимый роман «Война и мир». Толстой прибыл в Казань в 13 лет. Здесь он начал вести свои знаменитые дневники, поступил в университет и был принят в дворянском обществе. Казань нашла отклик во многих его произведениях. Описывая в «Войне и мире», как горела Москва, он вдохновлялся своими воспоминаниями о разрушительном пожаре, который произошел в Казани в 1842 году. Рассказ о его деде Илье Андреевиче, который был здесь 5 лет казанским губернатором, тоже нашло отражение в «Войне и мире». Рассказ после бала, по сути дела, целиком и полностью построен на казанском материале. Приезду в Казань предшествовали трагические события: смерть родителей, а затем и первая опекунша юных Толстых. Осиротевших детей забрала на воспитание их тетка Пелагея Юшкова. В окна наши виден острог, писал в своем дневнике Лев Николаевич. Острог и ныне здесь. А вот в доме, где жили Толстые, теперь музейно-образовательный центр имени Льва Николаевича. Толстой очень увлекался Индией, восхищался ее философскими учениями. Известна его переписка с Махатмой Ганди. Поэтому у студентов из Индии особый интерес к личности писателя. На Индии много людей читают его роман «Анна Каренина», «Война и мир» и смотрят его фильмы. Я только знаю, что Ганди, Мохандас Карамчанд Ганди и Толстой письмо друг другу. Он так и не получил диплома о высшем образовании, но это не помешало ему стать одним из самых образованных людей своего времени. Философом и гуманистом, которым до сих пор восхищается весь мир. Диляра Низамова, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Дистанция короткая, амбиции высокие. Казань принимает чемпионат России по плаванию на короткой воде. Более 800 человек из 67 регионов. Это абсолютный рекорд подобных стартов. Сразу несколько представителей сборной республики уже поднялись на высшую ступень пьедестала почета. Кто эти герои, расскажет Алмаз Гафиетов. У каждого спортсмена на турнире свои задачи. Пока одни стремятся попасть в сборную России, другие основной целью ставят выполнение звания мастера спорта. Кто-то и вовсе просто пытается улучшить свои прежние показатели. Если ты будешь готовиться, то тебе будет все легко. А если не готовишься, то, конечно, тяжело. Но я готовилась, я думаю, что у меня хорошие результаты я показала на сегодняшний день. Задача тут была выполнить мастера, вот чуть-чуть не хватает теперь. Меньше, чем было, когда я сюда приехала. Более 800 спортсменов на турнире. Учитывая этот факт, сложно рассчитывать на пьедестал почета. Однако местные пловцы – главные фавориты на медаль. Вода в казанском бассейне должна помочь татарстанским пловцам. Думаю, что команда, которая поедет на Европу, она будет очень сильная. И я думаю, следите за Данией, Копенгагеном. Я думаю, что сборная России порадует. И это будет большой взнос в хорошие результаты, конечно,
Татарстана и Казани. Символично, что первую медаль завоевал бугульминец Александр Красных на дистанции 200 метров вольным стилем. Заплыв на 400 метров комплексным плаванием принес еще один приятный сюрприз татарстанским болельщикам. 18-летний Эдуард Валиахметов одержал победу, которая позволила ему отобраться на чемпионат Европы на короткой воде. Преимущество соревнований по водным видам спорта в том, что турниры могут проходить при любой погоде. Вот и сейчас чемпионат России по короткой воде на 25 метров проходит в конце ноября перед началом самой зимы. Но это является своеобразной репетицией перед главными стартами. Казань в 2022 году примет чемпионат мира по той же дисциплине. Алмаз Гафиатов, Амир Залюшев, ТНВ, Казань. Выпуск завершит информация о погоде на завтра. Мы продолжим знакомить вас с новостями уже на следующий день. Всего вам доброго. Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды. В республике сохраняется не по сезону теплая погода. Температурный фон значительно превышает норму. Подробнее после полезной информации. Шкаф-купе по вашим размерам быстро и качественно. 3D-проект шкафа, доставка и установка бесплатно. Только в ноябре назовите пароль ДМ Мебель и получите 25% дополнительной скидки на ваш шкаф-купе. Данил Мастер. Настало время низких цен. Город Казань, улица Восстания, 23, телефон 2 167 166. По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра на юго-востоке в Бугульме, Бавлы, Азнакаево будет облачно, преимущественно без осадков. Ночные температуры минусовые, около 3 градусов. Днем воздух прогреется до 1 градуса выше нуля. На северо-востоке, Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге пасмурно, местами пройдет дождь. Ночью -1, днем до 2 тепла. На севере Татарстана, Менделинске, Агрызе, Менделеевске ночью также пройдет дождь, -2. Днем без осадков и 2 градуса выше нуля. На северо-западе, Варске, в Кукмаре, Балтаси временами пройдут дожди. Ночью 0, днем до 2 градусов тепла. На юго-западе, в Болгаре, Буинске и Дрожжаном ночью местами также пройдут дожди, около нуля. Днем без осадков, но пасмурно, +2. Жители центральных районов республики ожидают облачная погода с прояснениями. Местами пройдет дождь. Ночью -2, днем 2 градуса выше нуля. В последующие дни существенных изменений в погоде не ожидается. И еще одна полезная информация. Спонсор показа ОАО «Марбиофарм». Гриппофлю. Не дайте гриппу и простуде испортить вам жизнь. Гриппофлю. При насморке, лихорадке, ознобе. Гриппофлю. Скорая помощь от простуды и гриппа. Гриппофлю. Умеренная цена. Спешите! Уникальное предложение от санатория «Шифалы-Су» и «Жминводы». Для членов профсоюза и их семей путевка санаторная от 1990 рублей. Санаторий Жминводы осуществляет деятельность по направлениям: желудочно-кишечный тракт, опорно-двигательный аппарат, укрепление нервной системы, нарушение обмена веществ. Преимущество санатория: питьевая минеральная вода Шифалы-Су, йодобромные ванны, табарлинские лечебные торфяные грязи, современная лечебная база. О погоде в столице Татарстана. Завтра в Казани ожидается облачная погода, ночью пройдет дождь. Температура воздуха 0+2. Ветер юго-восточный 5 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы и завтра составит 750 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 87%. В первой половине дня ожидается магнитная буря. Берегите себя. О погоде все. В студии была Лейла Латыпова. Всего доброго и до свидания.